Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина и новости спасения. Вчерашний день был очень богат на плохие новости. Сорвался вылет наших собак по причине болезни пассажира. И вчера же в аэропорту арестовали собак другого куратора. Вытащили их из самолета по звонку одного из служащих аэропорта. Все закончилось, все хвостики живы, просто никто не улетел. И вымотаны нервы многих людей. Наши спасеныши ждут следующего пассажира. На одной из больших передержек кончился корм. И вчера неиспользованные на самолет средства пришлось потратить на корм. Оплатили 40 мешков, привезли. А собаки подходят, пробуют. Кто-то сразу отворачивается. В общем, все отказались есть. Видимо, ничего съедобного в нем нет. Наши якутята не избалованы едой, знают страшный голод, поэтому вот еще одна серьезная проблема – это корм. Найти и купить недорогой и съедобный. Спасение не останавливается. Просто сейчас, учитывая переполненные передержки и финансовые проблемы, мы вынуждены сначала искать бедолагам варианты пристройства, а уж потом просить вашей помощи на вывоз и другие процедуры. Просьбы о помощи идут непрерывно. Вот аудио из Якутска. Речь идет о потомстве дозора. Умного и сильного дозор спас хозяина от медведя, бился до последнего вздоха, защищая своего человека, своего хозяина. А это его остались дети. Вот 3 подростка. Добрый вечер. Еще раз извините за беспокойство. Я вам звонила. Вот, я сейчас тут на участке нахожусь, который под снос идет. Вот, но у меня вообще ситуация СОС. Я не знаю даже, что делать. В общем, такая ситуация ужасная. Вот у меня 3 девочки, 3 щенка. И, в общем, вот сейчас у меня произошел тут конфликт, как раз кормила, и вот они орали на меня, всяко-разно обматерили там, всяко-разно обозвали, мы твоих собак отравим. Пожалуйста, помогите, может, есть возможность этих хотя бы 3 щенков пристроить. Очень вас прошу, помогите, пожалуйста. Я боюсь, что рано или поздно или вот эти вот отравят, придут тут через забор-то кинуть-то, что им пару раз. Я уже каждый день и утром, и вечером здесь, то есть утром перед работой и после работы. И несколько раз вот эти пакеты с отравой убирала, успевала убрать все-таки, вот. И такая ситуация, я именно за щенков боюсь, за 3 девчонок, они уже с ветпаспортами проглистогонены, все, прививки я все им поставила, то есть они уже готовы ехать в семью. Может быть, у вас есть возможность мне помочь, пожалуйста, потому что такая ситуация, ну, меня вот эти вот тетки напугали, которые орали, ну, вообще. Дочь, дочь. Тё моё, тё моё, тё моё, колёсё моё. Подождем, дождик, дождик, маленький мой. Пожалуйста, может, есть возможность их пристроить? Может, есть возможность помочь? Я вас прямо не знаю, умоляю, помогите, пожалуйста. Просто мне уже некому обратиться. Я уже не знаю, куда и что обращаться, и что мне делать. Вот 3 подростка, 3 девчонки. Это потомство, оставшееся после дозора. Его дети, они также могут уехать в семьи, а пока их грозят отравить. В этом видео 3 таких крика о помощи. Или спасем, или собаки погибнут. Это Краснодар. Посмотрите, какие славные и доверчивые ребятишки. Этим черненьким детишкам, возможно, сильно повезет, и они поедут в семьи. Сейчас мы обсуждаем вопрос отправки, доставки. Я очень надеюсь, что все у нас сложится, все получится. Если, конечно, мы сможем помочь
им организационные моменты, расположить их в Москве на некоторое время, дождаться машину и увезти их в счастливую жизнь. Спасибо тем семьям, которые увидели, заметили этих детей, откликнулись и захотели поучаствовать в их судьбе, в их жизни. Друзья, в общем, мы показываем вам хвостиков, чья жизнь сейчас в большой опасности, но всем им найдены варианты пристройства, и это главное, друзья. Повторю, все показанные хвостики будут жить в семьях. Нужно всего ничего вывести, привить, чипировать, расположить их здесь, дождаться машину в дальнейшую их счастливую жизнь. Пожалуйста, давайте подарим им жизнь, дом, любящих пап, мам. Друзья, я благодарю всех, кто делает добро, пока это еще возможно. Друзья, а вот это обычная и страшная ситуация уже в Москве. Эта территория промзоны продана. Собаки здесь жили 1,5-2 года. Они очень добрые, ласковые. Кто-то подкармливал, приезжала девушка Марина, тоже подкармливала через день. Люди теперь уезжают. Фирмы тоже все съезжают. Ну все, не страдай, я с тобой, да. Мой хороший малыш, мой зайчик, мой хороший. Да ты моя лапонька, мой хороший мальчик. Ну все, посмотри, мои глазоньки, посмотри, мои грустные глазоньки. Скажи, сижу тут один в этой, вообще за забором, еще и уезжают, все меня бросают, да, ты моя лапонька. Вот такой хороший пес у нас, вот такой он ласковый, холёсий такой, да, Мишотик? Мой зайчик золотой, мне скажи, тут так грустно, мне так тут одиноко, да, Мишенька? Да, моя золотинка, да, мой хороший мальчик, да, зубочки молодые, хорошие, малышечка, ты мой сладкий. Никто меня, скажи, никогда тут не гладит. Да, пожалуйся. Никто никогда не гладит меня. Он, видишь, как жадно пьет. То, что пришла, ни воды, ни еды, ничего вообще нету. Вот так вот. Отличный пес вообще такой. Молодой. Вот тут Жужа живет. Все уезжают. Вот все уезжают. А она остается. Вот эта маленькая девочка остается тут. И все ее бросают. Вот эту вот девочку такую холёсую. Видимо, там будет стройка. Хвостики эти никому не нужны. Вот что делать? Как помочь бедолагам? Друзья, кто-нибудь может откликнуться? Может кто-нибудь взять? Собаки-то какие чудесные. Они молодые, им по 2 года. Зовут их Жужа и Мишка.
Посмотрите, пожалуйста. Привезли бы мы вам их. Вот такие новости. Как всегда, радость и печаль вместе. И все зависит от финансов. Есть деньги, значит, жизнь продолжается. Я благодарю всех, кто дарит хвостиком жизнь.